Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Казахстане начались задержания гражданских активистов, которых обвиняют в организации митинга в Актобе против изменений в Земельном кодексе республики. Прошу государству, не трогайте собственность. В Астане изымают земельные участки в дачных массивах. Власти освобождают земли под государственные нужды. Без крыши над головой остаются целые семьи. С нами они не торговались, не разговаривали, заочно все решили и пришли. В Латвии приняли поправки к закону об иммиграции. Условия продления виз для обладателей инвесторских видов на жительство ужесточили. Но это довольно неожиданная и, безусловно, нерадостная новость. Со второй попытки, но «Союз» все же улетел. После запуска ракеты с нового российского космодрома «Восточный» президент Владимир Путин устроил разнос руководителям космической отрасли. Здесь есть чем заниматься, работа перспективная, важная. Это действительно большой шаг в развитии ракетно-космической отрасли страны. В Казахстане в городе Актобе начались задержания гражданских активистов, которых подозревают в организации митинга. Напомним, там 27 апреля в парке первого президента прошел стихийный митинг против поправок в Земельном кодексе. Как сообщает радио «Азаттык», из дома в полицию на допрос была доставлена правозащитница Ольга Климонова, которая освещала митинг в Актобе. По ее словам, в здании полиции она увидела еще нескольких человек, которые находились вчера на месте проведения митинга. После дачи объяснительной Климонову отпустили. Однако других активистов продержали в здании суда в течение дня. Об этом нашей редакции сообщила правозащитница Алима Абдирова. Вот что она, в частности, рассказала. Сегодня двоих задержали. Значит, Ольгу Климонову я знаю, что за якобы участие на митинге. Но потом, правда, они разобрались и отпустили, и извинились. А вот парень молодой, который очень хорошо вчера выступал на митинге, его тоже продержали несколько часов, вроде тоже адом дело, или же предупреждение. Этого я не могу сказать точно. Но я знаю, что его с утра в 8 часов тоже забрали. Дело в том, что у нас сегодня полдня был суд. Нас тоже судят, и я еще не знаю этой информации. Но выступающих вчера, если бы, например, они бы всех бы, например, привлекли, как участников, как выступающих, наверное, человек где-то 20-30 должны привлечь. Если сегодня я слышу, что административные дела, то, скорее всего, будут переходить к уголовным делам. Это за, вы знаете, наша любимая статья, сейчас 174, да? Там социальная, национальная рознь и так далее. Вот, скорее всего, они к этому перейдут. Поэтому усилится давление. Мы будем продолжать, бороться за то, чтобы иностранцам не давали в аренду на 25 лет, чтобы внесли изменения в земельный кодекс, что у нас ожидается. Мы будем до конца бороться. Все-таки, если Пахчубинская ситуация, Пахчубе городу, у меня много знакомых, не только среди, например, малоимущих, с кем я работаю, там, одинокие матери, дипломовцы. У меня есть знакомые и среди госслужащих. И в последнее время, если они раньше по поводу службы не должны были обсуждать, критиковать, из-под тишка, но на сегодняшний день они уже даже хотя бы на кухне уже недовольны политикой вообще. Конечно, будет оказываться давление жестче, правильно, да? У нас боятся разных революций и так далее. Якобы мы раскачиваем лодку, и при этом вот эти права наши еще больше и больше нарушаются. И нищета просто огромная. Почему казахстанские власти преследуют гражданских активистов и стоит ли ожидать протестной активности по всей стране? Об этом мы спросили руководителя общественного фонда «Либерти» Галыма Агилеува. Репрессии возможны, потому что если генеральный прокурор уже заявил об этом, и если Назарбаев в своем выступлении тоже сказал, и вызывают уже актюбинских активистов, то, естественно, это очень реально. Другое дело, что это не будет сейчас в такой грубой форме, просто людей могут вызывать. Но чтобы это приводило к судебным процессам, к закрытиям 15 суткам, то это, наверное, вряд ли. Потому что это будет обострять ситуацию, и власти сейчас не пойдут на это. Если власти будут проводить свое решение, то, конечно, ожесточение будет, потому что власти виноваты, потому что на протяжении стольких лет они не предоставляли, не давали возможность получить землю, те же 10 соток для алматинцев и других горожан из других городов.
И кроме того, сельские жители часто страдали, потому что их земли забирали богатые крупные латифундисты. Это люди, так или иначе, аффилированные с властью. И поэтому власть, она не делала того, что должна была делать для народа. И получается, это выглядит кощунственно, дико, что власть не заботилась о народе, а просто сейчас будет предоставлять в аренду на 25 лет китайцам эти земли. Но дело в том, что оппозиции сейчас нет в Казахстане, поэтому все эти выступления, они организуются силами гражданского общества, и прежде всего национал-патриотов и тех людей либеральных взглядов. То есть все объединились. Но это не говорит о том, что будет четкая организация. Скорее всего, будет очень большая проблема в их организации, и это будет больше носить стихийный характер. И власти, конечно, будут подавлять и будут очень жестко пресекать эти вещи. Стоит отметить, что большинство региональных и республиканских печатных изданий и интернет-порталов тему митингов в Актобе и Семей проигнорировали. В стороне остались и крупнейшие телеканалы республики. Однако, как выясняется, эти меры по ограничению источников информации не срабатывают. Мы спросили у жителей Алма-Аты, как они относятся к поправкам в Земельном кодексе. Но я считаю, что это не провокация, не ложь. Это конкретно Назарбаев, он уже вообще, ему осталось тут немного. И сейчас что он творит, это вообще. Народ это все понимает уже прекрасно, что ему немножко осталось. А он в конце хочет, вообще не знаю, у него и так он наворовал уже денег сколько. И еще хочет, и вообще куда он с собой, в гроб унесет, что ли? Вообще это. И вообще этого не понимаю вот этого. Если эта земля наша, значит, она должна принадлежать нашим людям, которые живут на нашей земле, которые наши республики Казахстан, жители. Наша земля, что-то я не знаю, что ее сдавать. Они, как это, допустим, вот китайцы, насколько я знаю, они уграбляют землю, потом она никуда не годная. Разумеется, не должны отдавать свою землю, потому что это наше богатство и наше достояние. По-моему, еще в стародревние времена какой-то казахский ученый говорил о том, что мы должны дружить Казахстан с Россией, с Рыжей, но ни в коем случае не подпускать Китай. А сейчас идет как раз к тому, что подпускает Китай. И это, по-моему, не очень хорошо. Я не знаю, что сказать. Казахша? Ну, а что сказать? Не знаю. Зачем привлекать и продавать, тем более сдавать в аренду иностранцам? Мы прекрасно, дайте возможность нашим казахстанцам участвовать в этом, и все. Столько земель таких, столько пустуют земель. Почему мы не участвуем сами? В столице Казахстана продолжается снос домов и изъятие земельных участков в дачных массивах. По решению суда земля изымается для государственных нужд. Взамен выплачивается мизерная компенсация, которая, по словам местных жителей, не соответствует рыночной стоимости земли. Без крыши над головой остаются целые семьи, но вопросы их дальнейшего обустройства власти не обсуждают. Корреспондент радио «Азатык» Светлана Глушкова стала свидетелем очередного выселения. 11 лет назад две сестры Раушан и Несипкуль приехали в Астану из Тараза. Накопили $10 тысяч и купили земельный участок, который раньше находился в садовом товариществе «Майский». Сейчас их небольшой дом оказался на престижном левом берегу Астаны. Или куда хотите забрать, я пойду. Вот у меня, ничего нет. Я прошу государству, не трогайте собственность. Судебные исполнители, представители акимата приехали выселять женщин с пожарными и полицией. Власти предложили женщинам добровольно покинуть их жилье. С нами они не торговались, не разговаривали, заочно все решили и пришли. У нас есть вот заочное решение, пожалуйста. С вами никто торговаться не будет. Есть решение суда, вам еще раз объясняю. У вас целевое назначение садоводства. Право на собственность сестры потеряли, говорят в городской недвижимости Астаны. По их словам, решение суда о выселении давно вступило в законную силу, а земля переходит акимату под государственные нужды. После сноса тут планируют построить 2 государственных детских сада. Акимат Азатыку сообщал, что здесь будет детский сад для национальной компании «Казмунайгаз». Всех членов семьи будут выселять. Потому что уже по решению суда выплатили денежную компенсацию. Они не захотели получать, но надлежащим образом судоисполнитель уведомил. Право собственности записано на старшую сестру Раушан Уябаеву, но в доме прописаны и живут другие их дети и племянники. Тут располагается небольшой магазин продуктов. Его пришлось закрыть. Арендовать другое помещение у женщин возможности нет.
Эта компенсация не устраивает нас, потому что за 4 миллиона 700 тысяч мы потеряем землю, крышу над головой и бизнес, который маленький бизнес, который мы не требуя с государства ничего не требуем с государства. Нас бездомные оставляют. Сестры говорят, что выселяться им некуда и требуют от властей купить их 6 соток земли по реальной рыночной стоимости. Сейчас размер компенсации едва превышает цену при покупке этой земли 9 лет назад. В этот раз судебные исполнители, представители власти молча уехали и не стали выселять сестер. Но некоторые дома в этом районе уже начали сносить. Светлана Глушкова, Ержан Амирханов, Азатек ТВ. Житель казахстанского поселка Сунак собрал трактор из подручных материалов. Свое изобретение он назвал в духе времени – антикризисным. В самодельном тракторе есть запчасти от мотоцикла «Урал» и от старых «Жигулей». В ход пошли все детали, найденные в гараже. Машина получилась крепкая и в хозяйстве незаменимая. На ней семья возит воду и корм для домашнего скота. Мастер, вдохновленный успехом, решил не останавливаться. Следующая цель – деревянный трактор. Наш сын учится в Турции, живет там с семьей. Недавно он прислал макет деревянного трактора. Теперь муж думает, как его собрать. В казахстанском Уральске открыли ресторан быстрого питания. Мэр города считает, что фастфуд повысит инвестиционную привлекательность города. Деньги необходимы для улучшения его инфраструктуры и ремонта дорог. Скажите, пожалуйста, а почему вот такие высокопоставленные чиновники, как мэр города, аким области, открывают обычную сеть фастфудов? Неужели это для экономики нашего города действительно очень значимое событие? Нет, здесь дело не в этом. А в чем? Вы думаете, что сейчас для этого, допустим, объекта мы уделяем особое внимание, вы хотите сказать? Здесь другой вопрос. Мы сегодня, открывая данный объект, мы показываем, что город Уральск – это инвестиционный, очень привлекательный город. И любой даже житель города задает вопрос, почему дороги не ремонтируют? Почему, допустим, скажем, да, воды нет, газа нет, свет нет? Ну, для того, чтобы все эти вопросы, все эти проблемы решить, мы должны привлечь инвестиции, поднять экономику. Далее в программе. В Латвии приняли поправки к закону об иммиграции. Условия продления виз для обладателей инвесторских видов на жительство ужесточили. Но это довольно неожиданная и, безусловно, нерадостная новость. 0 секунд. Прошел контакт подъема. Со второй попытки, но «Союз» все же улетел. После запуска ракеты с нового российского космодрома «Восточный» президент Владимир Путин устроил разнос руководителям космической отрасли. Здесь есть чем заниматься, работа перспективная, важная. Это действительно большой шаг в развитии ракетно-космической отрасли страны. Латвия на протяжении нескольких лет была одной из наиболее благоприятных стран для приобретения вида на жительство в обмен на инвестиции, бизнес или недвижимость. Однако принятые на прошлой неделе Сеймом, это латвийский парламент, поправки к закону об иммиграции изменили условия продления виз для россиян. Почему Латвия меняет правила, выясняла Анна Трудолюбова. Мария и Ростислав вместе с дочерью уже 2 года постоянно живут в Латвии. На вырученные от продажи московской квартиры деньги семья приобрела квартиру в Риге и получила вид на жительство. Собираются регистрировать бизнес. Через 3 года за получение повторного 5-летнего вида на жительство по новым правилам семье придется заплатить пошлину 5000 евро. Но это довольно неожиданная и, безусловно, нерадостная новость, потому как мы были готовы к определенным обязательствам для получения вида на жительство. И эти обязательства мы выполнили от и до и продолжаем их выполнять. Суть поправок в усилении мер безопасности, экономической и политической. Началось все с того, что государственный контроль Латвии выявил недобросовестных инвесторов, которые оформляли вид на жительство, потом снимали деньги со счета, а бизнес не развивали. Поэтому возникла необходимость в дополнительных проверках соискателей и введена пошлина. Полиция и органы безопасности имеют право проводить проверки потенциальных инвесторов. Чтобы установить, что это за люди, нужны большие затраты. Но не все инвесторы недобросовестные или появляются в стране время от времени. Таких, как Маша и Ростислав, в Латвии всего около 2000. Они постоянно живут в Латвии, платят налоги, изучают язык и себя угрозой для страны не считают. Дополнительная пошлина для многих может оказаться просто не по карману. В данном случае сложно говорить о нарушении закона задним числом, но с точки зрения духа закона
и смысла закона. Безусловно, это изменение правил. Программа «Вид на жительство в обмен на инвестиции» была принята в 2010 году, в разгар кризиса. Сейчас экономика Латвии восстанавливается, и приоритеты правительства изменились. Правительство не обязано разрабатывать такую программу и ее поддерживать. Каждая страна устанавливает свои правила, исходя из ситуации, но она не обязана это делать, и мы не должны это делать вечно. Государство не обязано предоставлять иностранцам вид на жительство. Критерии его выдачи являются частью миграционной политики, преследующей те или иные цели, и они всегда могут быть отменены или изменены. Их можно принять, можно искать другие решения, но в основе всегда останутся интересы государства и его добрая воля. Анна Трудолюбова, «Настоящее время», Рига. В Уголовный кодекс Узбекистана внесены поправки, которые правозащитники расценили как ужесточение контроля за населением и поводом усилить репрессии. Изменения предусматривают наказание за распространение идей религиозного экстремизма. Они были внесены на основании закона, который был подписан 26 апреля узбекским президентом Исламом Каримовым. В статью «Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку» включено дополнение с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети интернет. Согласно данным изменениям, в случае, если власти сочтут опубликованный в СМИ, в частности в интернете, материал религиозного характера экстремистским, то его автор может быть лишен свободы на срок от 5 до 8 лет. Новые поправки в Уголовный кодекс Узбекистана комментирует исследователь Лондонского университета Алишер Ильхамов. Раньше в Уголовном кодексе наказание следовало за изготовление и распространение экстремистской всякого рода такой информации антигосударственной. Сейчас добавили слово «хранение». То есть хранение, это значит, что если перевести на такой практический язык, это если у вас одно дело, когда раньше находили как правило, подбрасывали литературу, или просто доходили какую-то литературу, которая рассматривается на экстремистское такого теоретического содержания. И здесь еще возникает вопрос, а у населения есть список такого рода источников, которые можно или нужно рассматривать в качестве экстремистских. Таких списков, насколько я знаю, не публикуются в России, по крайней мере, есть. Что еще нового здесь, и это тоже на практике уже стало применяться, то есть недостаточно просто обнаружить литературу, можно обнаружить что-то на ваших электронных носителях. Я думаю, что это тоже будет рассматриваться как хранение. Да, то есть это полное, как говорится, discretion, на усмотрение правоохранительных органов. В Грузии планируют упразднить обязательный призыв в вооруженные силы. В Министерстве обороны страны обсуждают введение системы резервной службы, над концепцией которой представители ведомства работают вместе с экспертами НАТО. В случае, если эту инициативу поддержат на законодательном уровне, то со следующего года служба в грузинской армии будет выглядеть по-новому. Рассказывает Звиат Мчедлишвили. Служба в грузинской армии может превратиться в комфортное занятие. Министерство обороны намерено предложить будущим защитникам Родины целых 3 вида резервной службы в вооруженных силах. В соответствии с разработками Минобороны Грузии, резерв все же будет обязательным к прохождению. Но это вовсе не означает, что новобранцу придется брать в руки оружие и ползать по окопам. Концепция новой службы предусматривает 3 вида резерва. Армейский, в который будут зачисляться бывшие военные, обладающие определенным опытом, территориальный для военных и гражданских лиц с целью обеспечения тыла, и резерв специалистов, в котором служащих будут обучать противостоянию кибератакам и даже вести информационные войны. Концепция резерва означает то, что хлеб должен печь именно пекарь. В условиях оборонного положения, в котором пребывает наша страна, все должны знать свои возможности и улучшать способности. Пекарь должен знать, где ему печь хлеб, сколько и куда сбывать, так и в армии. Министр обороны Тина Хидашели уже начала знакомить грузинских студентов с инициативой ведомства. По ее словам, резерв с возможностью выбора его типа вместе с уже существующей контрактной профессиональной службой заменят систему обязательного призыва. Максимальный срок прохождения службы по новой системе составит 2 месяца в год в течение 3-7 лет, в зависимости от типа.
Между тем, далеко не все специалисты в военной сфере разделяют энтузиазм руководства Минобороны. Так, грузинский эксперт Георгий Цкуйтава считает, что обучаться пользованию оружием в условиях оккупации должны все, кто сможет его удержать в руках. После вторжения России, после оккупации территории Грузии 2008 года, да, и призыв, и система резерва должна быть обязательно для всех граждан. Грузия очень маленькая страна, у него нет достаточно ресурсов, чтобы только сохранить армию на основе контракта. Судя по всему, однозначного отношения к инициативе Министерства обороны нет и среди самих потенциальных новобранцев. В настоящее время выслушало мнение жителей Тбилиси на этот счет. Нужно или нет упразднять обязательный призыв? Нет, не нужно. В армии воспитывают мужество и делают из нас воинов. Нет, не надо упразднять. Все должны служить. Это нужно Родине. Нужно полностью отменять обязательную воинскую повинность и переходить на контрактную. Я сам служил в войсках призывных. Больше года не выдержал, потому что это исключительно праздное времяпрепровождение, где солдат не знает, чем он занимается. Для того, чтобы предложение Минобороны об упразднении обязательного призыва и замены его резервом вступило в силу, его должны утвердить на законодательном уровне. Министр Хидашели надеется, что изменения вступят в силу с начала следующего года. Но есть одно «но». В октябре грядут парламентские выборы, которые наверняка повлекут смену правительства. А это значит, что инициатива Хидашели может не дожить и до конца этого года. Звият Мчедлишвили, Зураб Двали, «Настоящее время», Тбилиси. На новом российском космодроме «Восточный» произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз» с 3 спутниками на борту. Российские власти планируют, что этот космодром в Амурской области станет основной стартовой площадкой для запусков российских космических ракет. Сейчас они в основном запускаются с космодрома Байконур в Казахстане. Однако «Союз» удалось отправить только со 2-й попытки. За стартом наблюдал президент России Владимир Путин. Как он отреагировал на перенос запуска? В репортаже «Рейтер». Она улетела. Первая ракета стартовала с космодрома «Восточный» со 2-й попытки. Запуск отложили на сутки. По словам главы Роскосмоса, из-за сбоя в работе системы управления. Именно это и вызвало негодование Владимира Путина. Когда «Союз» скрылся из глаз, президент, как сообщает газета «Коммерсант», вызвал в небольшой домик на наблюдательном пункте руководителей космической отрасли, вице-премьера Дмитрия Рогозина, главу Роскосмоса Игоря Комарова и руководителя НПО «Автоматики» Леонида Шалимова, а также председателя Государственной комиссии Александра Иванова. Он устроил им, цитата, «настоящий разнос», сообщает газета. Рогозину объявлен выговор, Комарову, главе Роскосмоса, строгий выговор. Шалимову вынесено постановление о неполном служебном соответствии. Это с его предприятия в Екатеринбурге поступил кабель, из-за которого ракету не стали запускать накануне. По данным «Коммерсанта», Путин был недоволен не самим фактом переноса запуска, а его причиной – не проверили состояние кабеля. После того, как ракета все-таки улетела и вывела на орбиту все 3 спутника, Путин сменил гнев на милость. Я еще раз хочу вас поздравить. Знаете, как шла работа, она еще далеко не завершена, эта работа. Впереди еще целый комплекс нужно создавать наземной инфраструктуры, связанной с подготовкой к пускам тяжелых ракет. Мы не исключаем, что и еще одна инфраструктура будет создана под сверхтяжелую ракету, под пилотируемые комплексы. В общем, здесь есть чем заниматься, работа перспективная, важная. Это действительно большой шаг в развитии ракетно-космической отрасли страны. Космодром «Восточный» в Амурской области, неподалеку от границы с Китаем, один из любимых проектов Путина. К 2020 году президент России обещал потратить на освоение космоса $52 миллиарда. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.